Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». Сегодня, благодаря нашим исследователям из прошлого, возвращаются забытые имена исторических деятелей. В очередном выпуске программы мы вспомним отважных сынов нашего народа. Поговорим о представителях фамилии Саутиевых с исследователем и архивистом Берснако Газиковым. Приветствую вас. Добрый день. Берснако Джабрилович, мы не понаслышке знаем, что ингуши всегда отличались на полях сражениях и продолжают делать и по сей день, но все же, возвращаясь в прошлое, хочется услышать подробнее о Мусе Саутиеве, о Альберте и Османе. Что вы можете о них рассказать? Где начались ваши поиски и что вам удалось обнаружить? У нас есть документы, данные о том, что родился Альберт, офицер Альберт Саутиев, Осман Саутиев, вот смотрите. А если говорить подробно о Альберте, на каких... Альберте, это офицер. Дело в том, что о нем сведений было мало. Мы находили в газетах «Русский инвалид», «Кавказ», находили приказы о перемещении, награждении, но фотографий у нас его не было. Вот. И вот эта вот фотография, которую мы видим здесь, вот, это нами она обнаружена в Тбилиси, в архиве. Это 2020 год, это там более 10 фотографий было. Это группа ингушей, офицеры, которые там в Тбилиси были. И в 2020 году они выбирали, кто останется в России, а кто, значит, уедет. И вот в это время там был и Джабагиев, и Сингирей, там были и Албагачиев, Ильяновы, и другие наши люди. Их фотографировали. И вот нам, благодаря вот тому, что мы нашли такие дела, нам удалось взять вот фотографию, копию. Это очень того времени фотография, 20-го года. А известно что-то о его военных достижениях? В достижениях он был офицером, а больше мы не знаем подробностей его. Да. То есть семейная жизнь? Да, это надо изучить. Как его дальнейшая судьба? Мы собираем выпустить материалы эти, и они будут опубликованы. А вот что касается вот Османа, то об Османе очень много сведений в Кавказском календаре, в других справочных изданиях. Он служил в Тифлисе у наместника Кавказского. Говоря об офицерах, надо обязательно сказать о крупном полководце. Это полковник Муса Саутиев. Это действительно личность, крупная личность. Это человек, который и службу нес великолепную, потому что был признан как офицер, как полковник. И более того, о нем надо сказать, что в то время, когда здесь у нас на Северном Кавказе устанавливалась советская власть, вот, и были вот эти все события, использовал свой опыт, военный опыт как раз в этих бурных событиях. И мы знаем, несмотря на то, что были крупные потрясения и большие жертвы, все-таки ингушский народ выдержал эти все испытания. Вот. Позже, когда, значит, установилась советская власть, он являлся руководителем земельного отдела Ингушетии и также проводил большую работу, потому что в это время было много споров, дискуссий по земельным вопросам, вот, и он принимал активное участие в этих вопросах и оставил о себе очень добрую память среди нашего народа. А что известно о его семье? Семья, здесь потом они были репрессированы, арестованы были. Вот, кстати, еще фотография. Вот Альберт, вот уже это семейная фотография. Вот. Альберт, а рядом? А рядом неизвестно кто, вот это Альберт. Просматривая материалы по Назарамской горской школе, в свое время мы обнаружили здесь несколько имен преподавателей, учителей ингушей. Один, это первый, считается первым учителем, это Минга Хаджи Альтемиров. Потом, значит, Бисултан Зязиков, это отец Идриса Зязикова, и Эльджи Саутиев. Это Эльджи Саутиев. Вот его фотография, вот смотрите, очень благородный вид. Он закончил училище
Назаранскую горскую школу. Затем остался преподавателем в этой школе. А позже, в 1912 году, он открыл школу в селении Кескем, то есть современное селение Инарки. Вот. При этом рассказывают, что когда он встречался с наместником, то обычно люди обращались к нему с какой-то личной просьбой. А вот Ильжи Саутиев обратился к нему с просьбой открыть школу в селении Кескем. Ну, тогда назывался Кескем, это Инарки современная. Вот. И эта школа была открыта представителей нашего народа, которые позже добились больших успехов. Может быть, отчасти от того, что здесь была школа, потому что люди получали образование. А в школу могли ходить только юноши, да? Ну, это в селении Кескем, значит, местные люди ходили, и то есть это была возможность выучиться, научиться грамоте. То есть школа была только для мальчиков? Да, ну в основном, да, обычно так. Ну, девочки это потом уже ходили, а так в основном для мальчиков. Тем более, что тогда была в основном только Назрановская школа, и вот позже, благодаря таким людям, как Ильжи Саутиев, открывались в других селениях, в Плиево, там на Циркорте, в других селениях открывались. Но это как бы начало развития просвещения, потому что одной школы было мало, учиться многие хотели. Поэтому большая заслуга его в этом. Надо сказать, что при установлении уже советской власти, конечно, это не военный, но председателем колхоза был Алаудин Саутиев, вот его фотография. Это то, что мы находили в архиве. Здесь, перебирая вот эти документы все, мы их тоже собираемся публиковать. Вот книга будет выходить, 4-й том, 4-я книга сборника сведений о ингушах. Мы собираемся поместить все эти материалы, связанные вот с служебной деятельностью, с военной деятельностью. И читатели, зрители могут потом это все увидеть. Но мы бы хотели здесь тут же перейти к другой нашей фигуре. Это человек Солтаби Саутиев, Солтаби Таумурзиевич. Дело в том, что о нем мало что было известно. Вот. Известно, что он был офицер. Вот. И вот эта вся информация, она была скрытной. Почему? Потому что мы знаем на примере вот того же Мусы Саутиева, многие офицеры, бывшие царской армии, преследовались, вот, их репрессировали. Поэтому опасность репрессий висела и над Солтаби Саутиевым. Но здесь о военной службе мы не смогли пока в архиве найти вот, материалы. Вот, известно только было, что вроде он, ну, есть различные версии, но пока у нас не будет документов, мы не будем говорить как. Но и, что интересно, дело в том, что он в 1937 году был репрессирован где-то в декабре. Вот, и у нас есть эти материалы связанные. Эти материалы, это, значит, сын Солтаби Атарбик, он обращался в архивы еще нашей тогда бывшей республики и получил оттуда данные о том, что Саутиев Солтаби, он, вот его немного данные, документы. Анкета, да? Анкеты, да. Он был арестован как раз по обвинению в том, что он служил в Белой армии. Вот это указывает то, что там в документах говорится, что служил недолго, там, но долго или недолго, но он был на службе, был военным и позже пострадал. Он пострадал. Дело в том, что это действительно я знаком с дочерью Солтаби, Зарой Саутиевой, и семьей. Вот. И я узнал много интересного. Дело в том, что когда он был расстрелян, а у нас вот здесь есть все документы, связанные вот с арестом и исполнением приговора. Вот. И меня эта судьба его потрясла. Почему? Потому что, просматривая раньше еще в архивах, в библиотеках, я обнаружил несколько букварей. Буквари, автором которых является Солтаби Саутиев. Но смотрите, здесь вот мы показываем различные
буквари. Вот у нас 3 букваря. Вот здесь видите, вот Малцикняхан и Соутняхан. Это его один. Следующий, смотрите, Дешера книжка. Но здесь вот тоже написано Соут. Соут Конги, Солтаби. Интересно это. Это происходит еще до объединения Ингушетии с Чечней. А после уже, когда он выпускает следующий уже, то уже здесь, смотрите, Дешер книжка стоит уже Саутиев, как бы сказать, русской транскрипции, так скажем. Да. То есть мы видим изменения, которые происходят в сфере образования. Ну, такие достаточно объемные буквари. Да, буквари хорошие. И дело в том, что я когда их привез, мы затем позже познакомились с Зарой Саутиевой. То есть это она вам указала, да? Нет, я их привез. Привез их, потом мы нашли родственников, и оказалось, что это буквари написал, или автором является Солтаби, отец Зары. Зара, а также и ее братьев Атарбека, Руслана и других. Вот. Для семьи это тоже была новость. Новость почему? Потому что сама Зара родилась, маленькая была, она не помнила отца. И большая трагедия это, конечно, для семьи. Не было известно, кем он работал. Считалось, что он работал в системе просвещения Ингушетии. Вот. Но здесь получилось так, что благодаря вот этим букварям, которые мы привезли, уже было видно, какую работу проводил Солтаби Саутиев. Дело в том, что он был женат на дочери Бекбузарова Магомеда. Бекбузаров Магомед это служил в дикой дивизии в Ингушском полку, был там убит. Затем, значит, получилось так, что когда Солтаби был расстрелян, позже семья в 1944 году она была депортирована в Казахстан, то умерли родители, умерла мать, и семью эту воспитывала бабушка. Вот, Кущиба Зоркина. Вот ей достались очень тяжелые испытания. Вот. И вот семья Солтаби. Вот смотрите, вот сам Солтаби и вся семья. Вот. Очень прекрасные люди. Вот. Я знаком с многими близкими этой семьи, мы дружим. Вот. И такая судьба, тяжелая судьба для семьи. В то же время, вот мы как говорили, Атарбек обращался в архивы Грозной, получил какую-то информацию. Вот, и для нас мы еще продолжали поиски, и обнаружилось, вот что для меня очень тронуло, сильно тронуло, это то, что мы обнаружили в Государственном архиве Российской Федерации дело, связанное с Солтаби Саутиевым. В этом деле, значит, это дело, так называемое надзорное дело по проверке тех приговоров, которые были приведены в исполнение. И вот, смотрите, вот это очень крупное дело, здесь очень много страниц, мы их не будем все рассматривать, но факт, что просто здесь, смотрите, очень много. Дело в том, что комиссия, которая проверяла обвинение, которое было выдвинуто против Солтаби Саутиева, что он был бывший офицер, что он был связан с контрреволюционными какими-то организациями. И вот в результате проверки обнаружилось, что он ложно обвинен и не имеет никакого отношения к этим контрреволюционным всяким организациям. И проверка показала, и она констатирует, что он расстрелян незаконно, то есть ложно обвинен. И в данном случае мы видим, что загублена жизнь человека, очень важного человека, человек, который трудился на благо своей родины, своего народа, он пострадал не безвинно, я имею в виду. Вот. Это они признают, но при этом здесь указывается в документе, что расстрелян несправедливо, неправильно, но что делать, уже вроде как бы уже совершен. То есть происходили вот такие
событие, очень тяжелое событие, это судьба человека, после чего эта вся семья, оставшись без родителей, страдала, принесла многие трудности, да и как и многие, может быть, ингуши, но в данном случае здесь для маленьких детей это было очень трудно, очень тяжело. Вот. И вот те небольшие сведения, которые мы располагаем, которые мы привезли, они просто дополняют немножко наши сведения об этих людях. Но на самом-то деле каждый из этих людей, будь это Муса Саутиев, там Эльберт, Осман, Салтаби, там еще у Салтаби был брат Жабраил, который также в 1951 году был осужден, тоже ни за что. Ну, таких случаев достаточно много в те года было. Это, сами знаете, что 1937-е годы, это очень тяжелые годы были. Ну, а в депортации ингушский народ не имел никаких прав, поэтому любое обвинение, оно, как бы сказать, трудно было его опротестовать. Вот, и все это продолжалось, пока не закончилась вся эта эпопея, так сказать, с тем, что мы вернулись на родину. И, наконец-то, здесь уже, в восстановленной республике, мы сегодня стараемся, работаем и живем так, чтобы приумножать славу ингушского народа, делать все доброе, хорошее. И, конечно, наша задача вспоминать о тех людях, благодаря которым мы сегодня можем говорить о прошлом, можем гордиться этими людьми. Берснакут Джабраилович, благодарим вас, что пришли. Сегодня мы в очередной раз вспомнили тех, кто так славно защищал нашу Родину и внес вклад в историю нашего народа. Спасибо. Наши исследователи открывают для нас новые страницы истории, которые помогают вспомнить о тех, кто оставил свой след в памяти народа. Это были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!